Но я юрист, я не могу Давайте экономические правовые последствия. Вопрос не только принятие вот этого документа. Допустим, мы его ратифицировали. Так. Прошли 49 лет. Вполне очевидно, что Российская Федерация берет этот участок земли не для того, чтобы там сажать огород. Они там будут прокладывать инженерные коммуникации, они там будут строить капитальные здания, сооружения, берегоукрепительные работы производить. Все это капиталовложение. Вы согласны с этим? Конечно. Все это в момент через 49 лет. Допустим, гипотетически представим, что через 49 лет у нас возникло более одаренное поколение, не такие, как мы, бездарные, что сами не можем ничего сделать. Вот они приняли для себя решение, этот участок Пицунский, он обладает огромным рекреационным потенциалом, один из лучших на побережье Черного моря, решили вернуть. В случае возвращения, фактически, мы должны компенсировать все расходы, которые понесла Российская Федерация. Вы это понимаете? Объемы расходов. Ну, согласны с этим? Да. Понимаю я или нет, спрашиваю? Ну да, согласись. Ну, соглашусь, это другой вопрос. Но вы говорите, вы это понимаете, я, возможно, человеком, вложений, не понять, вот такие элементарные вещи не понимаю. Это хорошо, если вы понимаете. Вот объемы капитальных вложений, не сомневаюсь, если вы понимаете. Спасибо, да, я вот это хотел услышать. Объемы капитальных вложений могут достигнуть нескольких миллиардов долларов. Понимаете? Вот в районе Хосты сегодня мы смотрели, земельный участок 17 соток, 1,5 миллиарда рублей стоит. С домом там. Вы представляете, в какую сумму может быть оценен эта государственная дача? Мы, извините, в 2010 году взяли кредит в 2 миллиарда рублей. Мы выплачиваем и будем выплачивать этот кредит 24 года. Фактически сейчас, заключая это соглашение, передавая эту территорию в собственность другого государства, землю в аренду, мы землю отдельно у них забрать не сможем. Нам придется его забирать вместе с теми зданиями и сооружениями, которые на этой земле стоят. Без изменения их стоимости невозможно это сделать. Либо нам придется эту стоимость компенсировать. Где мы найдем столько денег? Мы фактически, будущее поколение, которое мы на них вешаем невыносимый долг. Или они должны его заплатить, либо эта территория навсегда останется за Российской Федерацией.